Все. Выгребаем потихонечку. Сергей Викторович, значит, приобрел новый эхолот Garmin. Есть какая-то серия у него, Серег? Страйкер 4 плюс 4S. Страйкер. Страйкер какой-то, да? Garmin Страйкер плюс 4. Но не столь важно. Значит, у нас эхолот первый раз этот на воде. Взял тоже свой, посмотрим. Для того, чтобы сравнить, может быть, как-то. У Сергея на эхолоте тоже есть даунскан, только он как-то здесь по-другому называется. Так, как нам тут выйти-то? Ничего себе, кувшинки. Вот так вот, наверное, пойдем. Да. Денек будет жаркий. Значит, какое дело? Полнолуние у нас, то бишь бытует мнение, что в полнолуние не клюет. И вчера было лунное затмение. На 4 часа луна закрыта была кем-то там. Землей, да? И луны не было видно вчера. Наблюдал с балкона. И по интернету, значит, была онлайн-трансляция. Посмотрим. Может быть, будет клевать, может, не будет клевать. Всю неделю прошлую были дожди. И вдруг внезапно распогодилось, и снова у нас лето. Поднимаемся через перекат. Вот сейчас немного поднимемся. А потом уже пойдем вниз по течению. Поднялись немного, значит, здесь идет каскад перекатов. Что-то не припомню, чтобы вот здесь вот было такое волнение, когда вообще жуть какая-то. Вверх подниматься не будем. Там труднопроходимое место. В прошлом году там загнул винт, поэтому сейчас вот здесь вот возле кувшинок немножечко обловим затишок и пойдем уже вниз по течению. Ну что, нормальный спиннинг, в принципе, я доволен. Лучше, чем у меня-то был, по любасу. У меня был Salma Elite Twitch. Я его покупал лет 6 назад. Ну, а что, работает, ловит как бы. А здесь подарок. Как бы уже спиннинг такой-то, скажем, с историей. Тоже приятно на него рыбачить. Голова нет, бухает, смотрю, с той стороны. Такое вкусное тут место. Определенно головлиной. Мы здесь не раз ловили головля и изя. Но надо идти вниз. Сейчас немножко здесь покидаем кренки. Может быть, удастся что-то поймать. Нет, начнем сплавляться вниз потихонечку. Обловили в разных горизонтах тут и поверхностными воблерами. Сейчас вот пробуем диповыми. Глубина здесь вместе ловли где-то около 2 метров. Но поклевок нет. Ну что, дорогие друзья, вот и первая рыба у нас в лодке. Это громадный окунь клюнул. Вот такой вот окунь-людоед. На кренк попался. Опускаем его домой. Солнышко все жарит и жарит. Ну все, наверное, что, пойдем вниз, Серег? Все, давайте заканчиваем мы тут
ловить кренками. Сейчас пойдем вниз по течению. Байдарка. Я думаю, что это скрипник Артем, по-моему, его зовут. Этого мужчину. А? Не он. Не он это? Да как не он это, если это он? Да? А, кто он? А? Он. Да? Куда плывешь? Откуда? Вот только начал. Через перекат прям плывешь. Че, рыба не клюет, ребята? Швыряю огромадные воблеры. Серега уже перешел на какую-то микруху тут. Кидает джигульки маленькие. А я все пытаюсь разловить новый спиннинг. Все, вот уже баллисонг швыряю. Спиннинг вообще кидает нормально, зачетно. На! Огонь. Почему Китай? Нет. Не, настоящий. Да. Ух, потычка что ли была, не понял, или цепляет, там может мелко. Ага, все. Зацеп. Ну, настоящий баллисонг нам. Сейчас будем спасать. 1,5 рубля, да, в зацепе. Все, пошли спасать баллисонг. Продолжаем облавливать с Сергеем левый берег Мокши. Ведем незатейливую беседу. И вдруг сзади нас раздается лязганье колокольчика, всплеск и крики мужчин с берега. Огромадная рыба утащила у них домку. Идем на помощь. Ага, все, тащи. У ребят утащила спиннинг, хорошая поклевка. Давай, тащи нас. Сом, наверное, огромадный. Он что-то там это. Че, зацепился? Тоже с другой стороны. Ну давай мне. Дергалась, да? Нет его. Все уже, наверное, отдергалась. Не, тут дернул. Нет, все, уже убежал. Оторвал. Оторвалась, крючок оторвал. Да. Ну-ка, что тут? Все, только колокольчик. Может, щука откусила, может быть? Только колокольчик зазвенел, и все. И... Ну, хорошо, не утонул. Сейчас вернем. Да, смотри, какой спиннинг, не утонул. А? Ну, значит, Потому что я взял. на пенопластовый шарик клюнула маленькая плотвичка, а ее съела щука. Да, прям за кончик вот отдавай. Ага. Ну все, проспал такую поклевку. Она прям вылетела. Да. Выпрыгнула. Нормально надо было. Давай тряси здесь. Давай здесь. Или она уже наелась.
Во! Сейчас посмотрим. Ребята, какое дело. Значит, 3 часа мы уже швыряем приманки и ни хрена ничего не клюет. Никак не могу разловить я спиннинг. Сергей уже перешел на микруху и его взбодрил небольшой окушок. Но я упираюсь в большие воблеры пока. Понимаю, что это дело, наверное, не совсем правильное. Очень жарко. Ну, показывай давай. Что, с ладонь? Все, убежал. Да, вода очень мутная. Очень-очень жарко. Фу. Ну ладно, как бы не за рыбой приехали. Идем с плавом. Да, бросаем тут Сережа миножки, я кренки и да, и вот такой вот окушок клюнул, но, к сожалению, не на тот спиннинг, да, так скажем. Вот такой вот бродяга попался. Кто-то испугался твоего воблера. Опа. Вот такой вот. Он что напугался. Все, отпускаем его. Воблер Спрут Unicrank DD36F. И у нас 3-я пойманная рыбка. Почти за 4 часа, да. В такую погоду лежать на пляже с баночкой холодного кваса. Но если вот не здесь, то где должен стоять головой? Ну-ка быстро. Стоп. Был бы головлем сам тоже. Есть хороший голова. Сюда иди. А, щука. Да какой же ты, черт побери, хороший головой. Значит, вот
На Спартекс я не могу щуку поймать. А на этот, пожалуйста. Ох, чё. Делай. Так, ну что, первая более-менее нормальная рыбка у нас в лодке. Опаньки. Такой вот силочек. Крутяк. Я думал, конечно, это хороший голланд. А это маленькая птица. Серега говорит, такого окуня можно оставить. Ничего себе, тут какой на нас идет баркас. Жесть. Это какие-то буржуи тут. Лишь бы. Тоже была? Ну да. Вот такой вот окунишку клюнул у нас. Эй-эй-эй. Закровил немного. Но я отпущу, Серег, да? Все, убежал. Идем пока сплавом. Отбрасываем кувшинки. Да, ничего себе, поводок он мне тут замял. Такой вот активировался клев, либо мы вышли на участок с рыбой. Ну как активировался? Поймали две рыбки. Да. 4 часа не могли ничего поймать, да. Здесь мы перешли на кренки вот. Вот такой окунь, ребята. Идем сплавом. Значит, наша задача дойти до Романа. Мы думали, что он рядом, а он на самом деле оказывается далеко. Поэтому мы потихонечку идем сплавом и пытаемся поймать головля. Но ни одной головлиной поклевки мы даже так и не увидели. Кидаем кренки. Ни одного, ни выхода на плюх, ни поклевки. Ни у меня, ни у Сергея.
Роман где-то уже вот за поворотом, по всей видимости. Да, мы уже почти до Метриал дошли. За 2 поворота еще. Да. — 34 градуса показывает. Жесть. Целая ватага. Здорово. А вы здесь утром приплывали? Здорово. А ты снимаешь Как сейчас? как негритятки, да. Передавай бабушке привет. Здорово. Привет, камера! Всем привет, друзья! Это, Роман. Оба. Здесь он атаковал на плюхну. Ну, не сожрал маленький какой-то. А, нет, зацепился. Сошел опять. О, был. Ну, преследовал как бы, блин. Ну, сейчас это нормально. Так прикусил это вот второй раз. На плюх сначала отреагировал. Первая головлиная поклевка, черт побери. А вот и первый голавлик. Затопленное бревно вот здесь, и из-под него схватил. Да, только нам пришлось пройти очень много километров, чтобы увидеть эту поклевочку. Поклевка произошла на Смит Камеон Супер. И вот такой вот голавлик. Опа. И вот такая рыбка. Красивая. Опускаем. Ух, все, блядь, домой. Убежал. Жара сколько? 30 градусов. Стали просто наугад. Едем. А? Серега и словил, да? То бишь вы встали на какую-то проверенную Серегину точку. А я думал, наугад. Блять, куда завела она.
Да, ты. Да. А, да рыбу вот поймал, тащу. На крючке, на крючке сидит. Ага, давай, давай. Супруга позвонила, рыба на крючке. Сейчас. Окунь, наверное, громадный. На первом же забросе уже возвращаемся назад. Поставил на джиг, решили. И на первом же забросе клюнул вот такой вот окушок. Так как рыбалку сегодня планировали строить на воблерах, весь день отрыбачили на воблеры. Сами видели, какая рыбалка, ни о чем. Вот такой вот окунишка. Свернул камеру, и Серега тут на последнем забросе поймал головля. Да подними его просто в лодку, да и все. Хоба. Обрыбился, можно сказать. Ну такой грамм 400, наверное, 500. Да? Блин, у тебя леп-гриб, мне кажется, для этих, для северных рек. Там щуку, монстров вот этих вот, аллигаторов хватать. Нет? Что такое? Руки затряслись, все, что делать, не знаю. Нету, да? Грамм 350, 400, наверное. Давай завесим. Да ладно тебе взвешивать, отпускай давай. А сфоткать? А сфоткать? Я тебя заснял, я заснял. Как? 360. С лип-гриппом? Нет. Заучится на лип-гриппом. 360 грамм, да? 360 граммов, ребята. Обалдеть. Все, уплыл. Ну все, поехали домой. Время 4:30 вечера. Нормальные люди купаются, жарят мясо. Они нормальные, встали в 3 утра и поехали на рыбалку. Зажарились мы тут, и клевать не клевало путью. Но день на рыбалке в счет жизни не идет, ребята. Вот так вот.